Всем привет, дорогие подписчики! Делаю очередное видео для моего подписчика Сергея Мишина. Снимаю адреса: улица Курнатовского, 1, корпус 4 или 1/4, скорее всего. И второй он адрес мне попросил снять: Горького, 59. Сейчас идем на Курнатовского, 1/4. Это район. Это улица Севастопольская, новая. Вот справа от нас район Тайваня. Для ориентировки я пешеходы говорю. А где здесь маяк-то был? Вот это маяк, по-моему. Это все так изменилось. Когда мы в армию уходили, вот это маяк, по-моему. А где КПП? Или вон там дальше? Ладно, пройдемте на Курнатовского. Для моего одного подписчика я здесь тоже снимал район, только от Борисовки. Вот где магазин соседи, а там дома стоят двухэтажные. Вот район я снимал, можете посмотреть на видео. На улице Курнатовского. Сергей, подходим к твоему дому. В наше время советское, здесь ничего не было, здесь пустырь был. До газовой трубы, кто помнит, на лыжах бегали, на машинах учились ездить с 30-й школы. Так, давайте найдем табличку с адресом. Так, я карту забыл. Или вот этот дом. Курнатовского, 1/4. Вон там вывеска есть, посмотрим. А, вот здесь есть. Я тут смотрю записи. А вот они, /4. А средний дом, да. Вот она. Сейчас я его зафотографирую. Так, 4-подъездный дом.
она. Так, дом 112 серии. Давайте я его отсюда сниму, с этой стороны. Это его близнец дом. Вот она. Пятиэтажный. Пять этажей. Эти дома уже давно построили, конечно. Но не так давно. Какие 90-е, наверное, года. Сейчас я его обойду. Покажу вам вот так. Здесь вот такой дом стоит. Пойдемте дальше. Вот она. Да. Ну, вот эти три дома рядом, которые стоят, они в одно время строились. Здесь такой большой двор. Интересно, детской площадки здесь нету почему-то до сих пор. Хотя вон там во дворе она есть, небольшая. Ну вот такой репортаж. Всем привет, Якутска. Всем привет, Якутия. Ледовый дворец Эль-Ботор. Сергей, идем на твой второй адрес. На Горького. Немного далековато остановился, но ничего. Это я иду по улице Лермонтова. Возле стадиона Туймады. Вот он. Здесь у нас много новостроек. Вот такие дома.
высотные. По меркам нашего города, конечно. На западе там более высокие дома. Ну, вот стадион Туймада. Здесь начинается. Слева у нас парк культуры. Дальше вот крестьянский рынок. По крестьянскому рынку, по парку у меня старые видео есть. Посмотрите, кому интересно. Там у нас зимние съемки идут. Новое колесо обозрения поставили. Это стадион Туймады. Так, мне надо перейти сюда. Адрес Сергея на этой стороне. Улица Горького. Город растет. Вот эта сторона тоже здесь. Почти старых домов не осталось. Остался вот дом Сергея. Еще там рядом второй дом. Это они находятся за зданием госцирка. Самого северного цирка в нашей стране. Иду по улице Кирова. Дальше туда идет параллельная улица Пояркова. Следующая улица Орджоникидзе. Потом далее проспект Ленина. И в самом конце улица Чернышевского, объездная. Вот одно из старых зданий в Якутске у нас сохранилось. Только его обшили. Кирова 33. Здесь у нас вот в следующем здании музей Хамуса есть. Когда-нибудь бы репортаж снять бы про него, не знаю, разрешат там, нет. Платное, наверное. Вот он. Здесь. В этом здании. Интересно будет показать вам народные инструменты. Инструменты мира. Это поликлиника. Вот здание Силуэт. Кто в советское время жил, тот знает. Так, надеюсь, памяти телефона мне хватит. Что-то там совсем мало оставалось. Мне надо дойти вон там, на параллельную улицу. Вот тоже старое здание. Магазин там был. Не помню. Название Юность, по-моему. Да, Юность, вон даже написано Юность. Это памятник Юрию Прокопьеву. Это театр юного зрителя. С задней стороны. Это здание Силуэт. Вот, кстати, посмотрите. Здание театра юного зрителя. Хотелось бы, чтобы им помещение новое дали. Не знаю, когда дадут. А вот это здание, она очень похожа на церковь. По конфигурации у него церкви. Вот хорошо сделали.
память нашим героям. Сейчас я покажу вход Кирова 25. Это художественное и музыкальное училище были. Вот театр юного зрителя. Директор Алексей Павлов был. Сейчас не знаю, тоже, наверное, директором. Вот дети пришли, видать, на спектакль. Это у нас улица Горького. Так, мы переходим сюда. Успеваю, не успел. Так. Ну вот они, два дома стоят. Алексей, говорю. Подошли мы потихонечку на твой адрес. Первый адрес был в порту. Уточнительно посмотрел адрес. Горького 59. Как я раньше говорил, он находится за Саха-театром. Саха-цирком. Вот оно. Сейчас я фотографии сделаю. Так, мне надо перейти дорогу. До светофора не буду идти. Нарушим правила немножко. Вот в этом районе, по-моему, только вот эти два дома осталось. Горького 59. Давайте посмотрим номер дома. Да, вот эти старые дома. Старые дома. Да, вот Горького 59. Печное отопление наверху. Вон печь даже есть старая. Ох, я туда дальше не пройду. Я сейчас обойду дом. Давайте я обойду. Здесь камыши. Старый Якутск. О, там даже кладовки есть. Вообще здорово. Прямо вот когда ходишь по этим улицам, ностальгия такая по детству, по юности, да и вообще по советским временам. Народ был добрее в общей массе, конечно. Вот такой район. Сейчас его не узнать. Вот напротив нас крестьянский рынок, там правее, через дорогу. А там дальше прямо, вот где желтый дом, в конце, там улица Курашова идет, параллельная.
Здесь деревянных домов не осталось, насколько я помню. Вот 2 дома. Давайте пройдемте. Он жилой, не жилой дом? Что-то непонятно. По-моему, он не жилой. Вот здесь, смотрите, интересно. Адрес написан. Улица Горького и Пушкина 19. 2 адреса. Остался уголочек Советского Союза. Кстати, вон там я покажу, вот через перекресток и туда метров 150 правее, левее магазин «Уют» был. Помните, кто в Советском Союзе жил? Это туалет наш советский. Вот он, этот дом. Смотрите, какие кладовки были. Видите, из какого бревна сделано. Прямо 1 к 1. Да, но здесь, по-моему, никто не живет. Что-то уж ни штор, ничего нету. Ну вот мы подходим к намеченному адресу. А вот здесь живут. Видите, отличается даже, да? Здесь живут. Двухэтажный, двухподъездный. О, тут много охранников. 2 охранника. Я свой советский. Тут пожар был, горел. Вот кладовочка была. Белгороду привет, с города Якутска, с Якутии. А здесь кладовки вообще хорошо сохранились очень. Вот я думаю, смотрите, по конфигурации крыши, видите, высокий выход. Это обычно вот такие высокие выходы делали в домах 18-19 века. Это может даже с тех времен сохранился. Вот он, Якутск уходящий.
заканчиваю свой репортаж. Всем спасибо за внимание. Еще раз передаю привет всем землякам, кто жил в Якутске, кто жил в Якутии. Время кружит снеги, и разъехались соседи кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили, не беда. Раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством.